Более 90 тонн гуманитарного груза с начала специальной военной операции Республика Абхазия отправляет в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области. Гуманитарный груз сопровождается министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Львом Квициня. Сегодня очередное отправление гуманитарного груза перед Новым годом. Абхазия отправляет гуманитарные грузы на Донбасс более 10 лет, с 2014 года. В этом году колонна с гуманитарным грузом в составе 6 фур отправится в новые регионы России 16 декабря в 7 утра из столицы Абхазии. В этот раз в груз вошли цитрусовые плоды, сладкая и бутылированная вода. Доставкой руководит министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Это традиционно, и в этом году мы отправляем около 100 тонн, мандарин в основном. Ну, груз мы их отправляем в Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск. В этом, конечно, принимает участие МЧС России. Они нам предоставили транспорт, сопровождение. И послезавтра с утра по области будем распределять. Я сам лично еду в сопровождении. И это поручение президента. И я думаю, что мы все это выполним. Отправка гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в преддверии Нового года стала доброй традицией. Мы уже нарушать традиции, если даже захотим, не можем, потому что детишки ждут, это большая радость для них. Ну, Новый год без мандарин очень сложно представить, поэтому они ждут этого груза с нетерпением, и для них это большая радость. Конечно, мы от этого получаем удовольствие, когда детишки радуются. Вы же знаете, какая ситуация там, и поэтому я думаю, что это благое дело. С 2022 года представители армянской общины в Абхазии совместно с МЧС принимают участие в отправке гуманитарного груза в зону СВО и новые регионы России. И вот с 2022 года мы при совместной помощи МЧС Абхазии, администрации президента Абхазии, армянской общины и народом Абхазии решили сделать такую акцию. Раздаем мы коробки всему населению. Люди каждый от себя вложит мандарины, коробочки укладывает, и все принимаем в своих приемных пунктах бесплатно. То есть народ хочет нашей Абхазии предоставить, то есть нашу акцию сделать, то, что наша страна богата мандарином, и хотим, чтобы наши мандарины были в новых регионах. Доставили детям, ребятам, кто сегодня сражается на СВО, чтобы новогодний наш подарок, праздничный подарок был на столах у солдат, у ребят, у детей. Эту добрую традицию мы будем продолжать, пока будем жить и существовать будет Республика Абхазия, до последнего будем ее делать. Да. И, как правило, одна машина у нас всегда идет нашему батальону, нашим ребятам, которые воюют, это дикой дивизии. Поддержка жителей Донбасса, освобожденных территорий, беженцев сегодня как никогда нуждающихся в нашей помощи. Главная цель гуманитарной акции. Отрадно, что наш полезный продукт, цитрус, то есть мандарины, попадут на праздничный стол граждан России, защитникам Родины. Акция организована при поддержке армянской общины Республики Абхазия, Абхазской цитрусовой компании, при содействии властей Республики Абхазия и наших добрых, прекрасных крестьян, которые ежегодно принимают участие в таких акциях, мероприятиях. Только объединившись, мы можем достигнуть победы, мира и добра нашим гражданам. Гуманитарный груз прибудет на место назначения уже 17 декабря. Надя Сагария, Ахрамичба, Абхазское телевидение.